Начнем с 90-х годов, с того времени, как на территории Саудовской Аравии появились американские базы. Прошло больше 30 лет. За это время страна могла бы обучить своих специалистов, купить современную технику, привлечь опытных людей, дать им гражданство, создать собственные системы ПВО и обороны. Но этого не произошло. Почему чужие войска стоят на земле, которая формально принадлежит Саудовской Аравии? Потому что это не просто обучение и влияние. Чужая нога внутри страны – это возможность вербовать, контролировать, внедрять своих людей, обеспечивать лояльность власти и стратегический контроль. А теперь посчитаем. Ежегодно миллионы мусульманских паломников приносят государству десятки миллиардов долларов. Доходы от нефти составляют сотни миллиардов долларов в год. Население страны более 35 миллионов человек. Огромная страна с колоссальными ресурсами и деньгами, но не в состоянии обеспечить себе независимость. Она могла бы купить технологии, привлечь специалистов, обучить их и защитить свои границы сама. Но вместо этого Саудовская Аравия остается американским вассалом. Это империализм в чистом виде. И это касается не только Саудовской Аравии. Все войны, которые устраивает Америка, и все войны, которые устраивает Россия, имеют одну цель – влияние, контроль, навязывание своей силы и воли. Россия, возможно, слабее в глобальном масштабе, но ее жестокий империализм проявляется везде, где она может поставить свою ногу. За последние две русско-чеченские войны погибло от 250 до 300 тысяч человек. Из них более 40 тысяч – это дети. Никакой разницы между империями нет. Война и контроль – их универсальный инструмент. Люди гибнут, страны лишаются суверенитета, а империи остаются у власти. Империя – это зло в чистом виде. Империя – это система, где власть и влияние ставятся выше человеческой жизни. И когда вы спрашиваете, почему главная исламская страна мира не заступилась за палестинских детей, ответ очевиден. Потому что ее власть зависит от чужой силы, потому что она является американским вассалом.